Барс Медиа представляет. Ну, он родился в Таласе, в Шекере именно. В 1928 году. И умер он в 2008. Ему исполнилось сегодня вроде бы 91. Первый учитель читала именно и все. Все? Да. Писатель. А еще? Народный деятель. Знаю, его отец был Туракул. Он тоже, да, был как бы известным человеком. «Белый пароход» и «Дольше века длится день». Это его же произведение? Да. Вот его произведение. Еще много читал, мне дома энциклопедия весь полностью вся есть. А в каком произведении Чингиза Айтматова говорится о Манкурте? В чем смысл этого персонажа? Смысл этого персонажа то, что его побрили, одели верблюжью шкуру, эти волоски проросли в мозг, и он забыл полностью свою мать, потерял память, и он боялся тех людей, которые сделали из него раба. «Прощай, Гульсары», «Плаха», «Тавро», «Кассандры», «Джамиля». Да, и «Дольше века длится», «Косыночки». Да, это я все читала. Я знаю, где-то он в Таласе родился. Не помню, в каком поселке, но родился тоже не знаю. На цифры я плохо. А в каком произведении Чингиза Айтматова говорится о Манкурте? В чем смысл этого персонажа? Ну, это вот я как поняла, когда читала, вот Манкурт, это вот как раб. И вот одевали обруч на голову, да, вот брили на лысо, и у него начиналось вот этот процесс в мозгах, и он становился манкуртом. И, ну, бедная мать, вот она всю жизнь его искала, нашла в конце произведения. И вот манкурт — это раб, который Спасибо. насилию. Ой, ну много читала, просто «Материнское поле», ну всякие там, забыла, ну настолько вот сейчас вы так меня, ну я все, ну что вы, это же вообще наш, «Тополек мой в красной косынке» — это вообще нечто, это самое-самое любимое мое. Джамиля, да все читали, конечно, и книжки дома еще имеем, и лежат они, и смотрим, и читаем, и смотрим фильмы, очень любим. Чингиз Айтматов-то. А в каком произведении Чингиза Айтматова говорится о Манкурте? В чем смысл этого персонажа? А Манкурт? Не помню. Знаете, там, например, вот в Гульсары там для меня лучшую роль играла сама лошадь. Понимаете? Не именно какой-то персонаж, а вот именно лошадь, да, которую сыграла, ну, которую она не играла, она сама была существенная, да. Ну, честно, я кыргызские произведения не очень много читаю, но Чингиза Айтматова читала на русском языке, и Гульсары это самое любимое мое произведение. Я читала много произведений Чингиза Айтматова и сама в этом участвовала, потому что когда 90-летие проходило, ну, когда я еще в школе училась, мы там форум-театр ставили по его произведениям «Манкурт», там «Белый пароход» и «Больше века длится день». Так, получается, и мой первый учитель, и этот пароход, «Белый пароход». Да, «Белый пароход». Сейчас даже так не вспомню. Я не читала. Не читала? А кто он, знаете? Да. Кто? Писатель? А в каком году родился? Не знаете. А какой из них больше вам нравится? Ну, философская тема, и «Дольше века длится день». Там такие глубокие темы затронуты, что даже сейчас они актуальны. Еще становятся актуальнее, чем раньше. Мы раньше не понимали, молодые были, думают, а что он там бред какой-то пишет. А сейчас вот с возрастом уже, когда мозг встал на место, можно сказать, уже думаешь такие, да, темы. В произведении Чингиза Айтматова говорится о Манкурте. В чем смысл этого персонажа? «Дольше века длится день». Ага. Да. В чем смысл? Это то, что человек, не знающий своих корней, забывает свой язык. И если забыл свой язык, забыл, откуда он родом, кто его прадеды, предки, да, и тогда он становится как зомби. Ну вот сейчас вот говорят, роботы, зомби, вот сейчас к чему стремится-то весь век? Чтобы стать зомби,
А он, наоборот, призывал: люди, очнитесь, помните свой язык, свою культуру, чтобы вы знали, кто вы, что вы и куда вы движетесь.